Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, почему водитель «Лады» скрывался от автоинспекторов по дворам. Погоня была у вас, нет? Нет, не была. Что-то вы здесь делаете в машине патрульной? Сижу просто. Без всякого повода? Ну, я же сказал, без комментариев. И что его остановило? Покажем, как водитель легковушки, проехавший на красный свет, сбежал после того, как протаранил иномарку. Как бомж одет такой. Видно, в пьяный. А также страшная авария в Альметьевске. Чувак вроде трясется, еще живой. Лоб в лоб столкнулись кроссовер и грузовик. Это и не только прямо сейчас. Водителя «Лады» 9-й модели задержали автоинспекторы после погони во дворе одного из домов на улице Шамиля Усманова. Его пытались остановить, но требования сотрудников ГИБДД он проигнорировал и нажал на педаль газа. Но уехать далеко у него не получилось. Не знал, что дорогу во дворе перегораживает натянутая цепь. Айгуль Бодрудинова узнала, что документов у водителя не было. Вы выпивали сегодня или нет? Нет. А зачем отказались от прохождения? Просто не хочу, зачем мне. Водитель «девятки» надеялся, что в эту ночь удача будет на его стороне, но фортуна повернулась к нему спиной. Его машину автоинспекторы заметили во дворе дома по улице Кулахметова. Водители попросили остановиться, но встреча с инспекторами в его планы явно не входила. И он не придумал ничего лучше, как ударить по газам. Сотрудники ГИБДД поехали за ним. Погоня была недолго и завершилась в соседних дворах на улице Шамиля Усманова. За короткий промежуток времени владелец «девятки» успел несколько раз наехать на бордюры, а затем наткнуться на препятствие в виде цепи, преодолеть которую уже не смог. Ехать ему больше было некуда. Сам он, впрочем, уверял, что ни от кого не скрывался. Сам стоял тут, но ехать в больницу для прохождения теста на алкоголь отказался. Погоня была у вас, нет? Нет, не была. А как вас остановили тогда? Ну, вот остановился. И сразу за вами приехали, да? Нет, они меня вот здесь увидели. В чем-то свои претензии к вам, сотрудник ГИБДД? Нет никаких претензий, все нормально. Что-то вы здесь делаете в машине патрульной? Сижу просто. Без всякого повода? Ну, я же сказал, без комментариев. Нет, ну ваша версия только узнать. Нет, нормально все. У вас сейчас машину заберут на штрафстоянку, вы знаете, да? Да, я знаю. При себе у 27-летнего молодого человека не было вообще никаких документов. Автоинспекторам он показал только фотографии паспорта и договора купли-продажи, доказывающего, что машина действительно принадлежит ему. Однако водительских прав он никогда не получал. Для выяснения всех обстоятельств его доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку. Айгуль Бодрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, Вызов 112. Серьезная авария произошла вечером на улице братьев Касимовых. Столкнулись автомобиль такси Hyundai и Лада Приора. Таксист объяснил, что выезжал из двора и хотел повернуть налево. Автомобили слева его пропускали, справа никого не было. Он выехал и в этот же момент врезался в отечественную легковушку, водитель которой, по мнению таксиста, двигался по полосе встречного движения. Впрочем, второй участник ДТП виновным считал водителя иномарки, полагая, что тот выехал с прилегающей территории и должен был убедиться в безопасности маневра. Никто из водителей вину не признал, оба остались дожидаться на месте сотрудников госавтоинспекции. Водитель «Кадиллака» погиб в результате лобового столкновения с КАМАЗом в Альметьевске. Удар был настолько сильным, что от передней части кроссовера не осталось почти ничего. Остатки автомобиля отбросило на несколько метров от места столкновения. Чувак вроде трясется, еще живой. Водителя зажало искореженным металлом, вытащить его удалось только спасателям. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть. Сейчас следователи устанавливают причины аварии. Мотоциклист пострадал в аварии в Альметьевске. ДТП произошло на улице Шевченко. Как сообщили очевидцы, байкеру не уступил дорогу поворачивающий налево водитель «Шкоды Рапид». Он хотел заехать во двор и не заметил едущего по встречной полосе мотоциклиста. На скорости 33-летний байкер влетел в правый бок легковушки. После случившегося его сразу же доставили в больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом бедра. Как отметили в автоинспекции, от гибели мотоциклиста спасла защитная экипировка. Сразу 4 автомобиля, едущие в одном направлении, но в разных полосах, не поделили дорогу на улице Болотникова. По словам участников, авария произошла буквально на ровном месте. Помощь медиков понадобилась 2 людям. Девушке, водителю Порше. Внедорожник в этой аварии пострадал сильнее всех. И предполагаемому виновнику столкновения, который после увиденного стал жаловаться на боли в сердце. Подробности расскажет Рамиль Шайдулин. Вы не
подходите к нему, Валер, не открывай ничего. Именно водителя этого автомобиля все считают виновником аварии. Мужчина за рулем Форда ехал от Горьковского шоссе по улице Болотникова. Поток был плотный. Не рассчитав боковой интервал, иномарка задела едущий параллельно КАМАЗ. Никто ничего не понял. На ровном месте все. Он оттуда нас все 3 машины собрал, начал с меня. Все произошло молниеносно. Водитель большегруза едва успел нажать на тормоз, но тяжелый автомобиль моментально остановиться не смог. После столкновения с легковушкой грузовик повело влево, и он задел попутную Ладу Гранта. Та, в свою очередь, влетела в Порше. Кроссовер после этого и вовсе вылетел с дороги. Ну, с меня начал. Подрезать. Ну да, он заехал мне под правое колесо. Сам водитель Форда рассказывать ничего не стал. После аварии ему стало плохо, жаловался на сердце, ему вызвали скорую помощь. Также медики осмотрели и автоледи, которая была за рулем Порше. К счастью, сильных травм ей удалось избежать. Кто виновен в аварии, окончательное решение примут в автоинспекции. Рамиль Шайдурн, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. 3 автомобиля по принципу домино столкнулись вечером на улице Волгоградская. Водитель автомобиля «Ситроен» остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить человека. Едущий за ним водитель «Рено» также нажал на педаль тормоза. А вот 3-й автомобилист за рулем автомобиля «Иш» этого сделать не успел. Люди в аварии не пострадали. Ну а на перекрестке улиц Бондаренко и Чуйкова дорогу не поделили «Лада-12» модели и Mitsubishi Outlander. Оба водителя категорически отрицали свою вину и перекладывали ответственность друг на друга. Какие аргументы они выдвинули и у кого в этом споре есть преимущество, знает Диляра Юсупова. Удар был достаточно сильным, но люди не пострадали. Помощь врачей никому не понадобилась. На произошедшее у обоих водителей были совершенно разные взгляды. Каждый из них считал себя правым. Парень, управляющий «Ладой», рассказал, что ехал по улице Восстания в сторону Чуйкова. Я не знаю, может, у него завершающий какой-то был, еще что-то. Вот она выехала просто-напросто. Все, ну, смотрите, спокойно ехал. То есть, видите, тормозной путь начался со стоп-линии. Вот. А выехал вот так. И удар, смотрите, даже не сильный. То есть скорость была маленькая. Как бы у меня машина старая, поэтому металл старый. Такому, ну. То есть у вас зеленый мигающий был или как у вас? Я точно не помню, честно, я помню, что зеленый был. У меня видео даже есть. Какой цвет был у светофора в тот момент, хорошо запомнила женщина, управляющая автомобилем Mitsubishi. Она выехала на перекресток с улицы Бондаренко. Я ехала на зеленый. У меня 2 свидетеля, который водитель ехал за мной, и плюс таксишная машина, которая, в принципе, в параллели с ним стояла. Такси-машина остановилась на красный. Молодой человек продолжил ехать на красный. У вас он только загорелся или нет? Или вот это он... Нет, зачем? Они простояли, прогорел где-то секунды 2, наверное, это точно. И вот я двигалась, в принципе, на твердый зеленый свет. Возможно, именно показания свидетелей помогут определить в этом споре настоящего виновника ДТП. Диляра Юсупова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Крупную аварию в центре Казани устроил предположительно нетрезвый водитель «Лады Гранта». Проехав на красный свет, он протаранил «Субару», которая двигалась по всем правилам. Пока водитель иномарки приходил в себя после удара, предполагаемый виновник столкновения сбежал с места ДТП. А Елена Саляхова продолжит. Он даже не тормозил, видите, следов даже нет. От удара «Субару» развернула, и иномарка едва не вылетела с дороги. Виновником произошедшего водитель считает мужчину, который сидел за рулем «Лады». Уверен, он был сильно пьян. Как бомж одет такой, видно, в пьяный. Водитель «Субару» ехал по Кремлевской набережной возле Кировской дамбы. Ему надо было повернуть налево. Что он решил сделать? Тем более ему горел зеленый свет. И в этот момент в правый бок влетела «Лада Гранта». Едва водитель иномарки понял, что же произошло, как виновник аварии ударился в бега. Мужчина тут же вызвал на место автоинспекторов. Вместе с ними прибыла и следственная группа. Полицейские быстро установили, что автомобиль принадлежит 39-летнему жителю Казани. Установить, он ли был за рулем, труда не составит. На место происшествия приехала сестра владельца «Лады». Но общаться с журналистами она не стала. Без комментариев. Подойдите, девушка, без комментариев. Сейчас за побег с места ДТП водителю легковушки грозит лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Если будет доказано, что управлял машиной он пьяным, то срок лишения увеличится до 2 лет и прибавится штраф в 30 000 рублей. Елена Саляхова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.